Всем привет, с вами Smart Библиотека 203, и это наша постоянная рубрика «Встречаемся в Smart». И сегодняшний наш выпуск посвящен Всемирному дню аудиовизуального наследия. Праздник, ежегодно отмечаемый 27 октября. Этот памятный день был выбран Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2005 году для повышения осведомленности о значимости и рисках сохранения звукозаписи и аудиовизуальных документов, таких как фильмы, музыкальные и видеозаписи, радио и телевизионные программы. Во многих странах в этот день проводятся мероприятия, также и у нас, в нашей библиотеке. И немного сейчас, до того, как представить вам нашего героя, нашего выпуска сегодняшнего, хотелось бы рассказать о нашей деятельности библиотеки. Мероприятие у нас проходит в дистанционном режиме, работает читальный зал по предварительной записи. Заказ книг осуществляется через сайт ЦБС или по номеру 31 85 80 с добавочным номером 3. Приобретайте наши читательские билеты здесь физически на улице Ларионова, 12А. Дежурный библиотекарь объяснит вам все. И также по номеру телефона, который я озвучил, можете тоже задать любые интересующие вас вопросы о нашей библиотеке. Итак, сегодня у нас в гостях Иннокентий Сивцев, звукорежиссер Сахафильма. Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Добрый день. Добрый день. Как настроение? Хорошее. Что вы можете рассказать нашим читателям о нашей библиотеке? Вы в библиотеке у нас впервые? Нет, у меня даже есть читательский билет. Я периодически читаю книги, заказываю. И, сюда не хожу, редко хожу, а просто заказываю электронно и читаю через... То есть удаленно? Удаленно, да. Как считаете, такая система, она удобна сейчас, да? Да, очень удобно. Мне, например, можно купить книги электронно, читать. Просто у меня мало времени куда-то ездить постоянно, и поэтому с собой читать, не таскать книги, а через смартфон нормально. Вы Удобно. зарегистрированы, да, на Литрес? Да. То есть аудиокниги тоже, да, слушаете? Я кстати, только сегодня первый раз аудиокнигу начал слушать. До этого всегда так, то есть физически читал. Расскажите, сейчас немного поговорим о вашем прошлом. Расскажите, пожалуйста, о своей учебе в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Я поступил туда в 2004 году, сразу после школы. Послужило это то, что у меня было музыкальное образование школьное. И моя учительница заставила все-таки окончить школу и получить сертификат. То, что в итоге меня послужило тем, чтобы я поступил на эту специальность. Мама просто прочитала в газете, что есть такая специальность, нужна только физика и музыкальное образование. То есть я занимался физикой и имел музыкальное образование, то есть школьное. И как-то я легко поступил. А музыкальное образование на каком инструменте играет? Фортепиано. Значит, мы коллеги, по сути. По сути, да. Моя музыкальная история этим и закончилась, получается. У меня началась история звука, отношения со звуком. Поэтому у меня, наверное, не такой уже технический, исполнение. У меня тут потерялось немного. И я поступил в Питер. Был департамент здесь, то есть я здесь поступал, приезжали сюда и набирали, сейчас такого нет. Поступил в Питер на мастерскую, Олег Пер Гасанзаде, это мой учитель по звукорежиссуре. Он сам азербайджанец, всю жизнь проработал, большую часть опыта он набрал в Ленфильме. И 5 лет там проучился, и именно за ним учили делать звук в кино. Узко. То есть узконаправленная специальность у вас? У нас мастер был звукорежиссером кино, поэтому он учил нас делать кино. И дипломы сдавали, мы делали кино. 5 лет проучился, в 2009 году вернулся сюда. А вы сами выбрали, да, именно это направление? Нет, направление? Тогда, как-то судьба так сложилась, случайно. У меня не было понятия вообще, что такое звукорежиссура, что такое кино, что такое звукорежиссура в кино. Я только там это понял. То есть, когда я приехал туда, конечно, мастер, он же сам не набирал меня.
а он любит сам набирать. И когда я приехал, он просто посмотрел, поизучал меня немного, видел, что я такой зеленый, совсем молодой, еще ребенок. И он где-то на втором занятии уже сказал, что он понял, что у человека есть данные, типа, и он говорит, он сказал тогда, да, типа, если бы ты сюда приехал, я бы тебя тоже взял. В итоге вы по окончанию университета приезжаете сюда и сразу же поступаете на работу в Сахафильм. Сахафильм. Ну, у меня, да, уже с третьего курса нацелено было направление вернуться именно в Сахафильм, потому что у нас есть здесь студия, И нехватка кадров. и нехватка кадров, то есть и я знал, что и звуком, то есть нету никого, ну, мало ребят. Ну, поэтому у меня и цель была сразу, и мастер одобрился. Конечно, друзья хотели, чтобы я остался. Ну, почему-то у меня вот цель была такая. То есть я уже, установка у меня была внутренняя вернуться. Расскажите, пожалуйста, о своих вот прошлых работах на Сахафильме, я так понимаю. Вот работа Тайон Кыл, допустим, да, «Надо мной солнце не садится», «24 снега», «Мухтар», вот эти вот фильмы. Какие особенности вообще звукорежиссуры именно в кино и именно вот к этим картинам? Какие-то, может быть, смешные моменты, может быть, там были? Вот просто большинство вот обывателей, так сказать, да, вот таких людей, которые, ну, как я, да, допустим, я совершенно не представляю, как кино снимается и как там делается звук. Для меня это представление такое, что, допустим, картинка снимается, просто картинка, она без звука, и потом она вся полностью озвучивается. Я правильно говорю, да? И звукорежиссер сидит и озвучивает, там, допустим, куртку там кто-то снимает, и он шуршит курткой, потом пакетом там, и так далее. В этом и заключается работа звукорежиссера? Или еще в чем-то там тоже есть все-таки какой-то Ну, конечно, нюансы? значение звука, она более глубокое вообще. Ну, если брать вообще историю смотреть, да, когда появился первое звуковое кино, это в 1926 году, тогда звукорежиссер, ну, тогда они не называют звукорежиссером, а звукоинженер. Это был главный человек на площадке, да. То есть он сидел там наверху площадки, у него был свой кабинет, ну, в павильоне, да, он смотрел через окно. И тогда же вот этот вот витофон был, который писался на пластинку. И надо было записать все одновременно, понимаешь? Не было возможности что-либо потом смонтировать. То есть не было поправить. многодорожной Да, записи, то есть все было на одну дорожку поэтому и все одновременно. там и диалоги сразу, и музыка, и звуковой спецэффект надо было одновременно сразу писать. Представляете, да, как это выглядело вообще? Ну, синхронизировать это все, да, очень сложно. То есть работу целую такой большой Ну, команды. они синхронизировали это, но возможности потом переделать не было. То есть это было сведение, да? Понимаешь, что такое сведение, Да, да? конечно. И человек там и записывал, и сводил одновременно сразу. И это был главный человек тогда. Но потом уже появилась вот это, вот, как это называлось, магнитная запись, да? Ленточная, которую уже можно было резать, поправлять, то есть сиденье можно было сделать потом. И вот так вот звук отошел в тень. То есть он уже перестал быть главным человеком на площадке. И вот так вот технология все развивалась, развивалась. Сейчас мы имеем уже сколько там, мы можем 10 тысяч дорожек сделать. Например, да? И вот это технологическое развитие, оно плюс пошла именно творческому развитию звука как такового и вообще пониманию, да? Потому что тогда это не было творчеством, когда ты просто одновременно, ну, именно звукорежиссера, да? А сейчас вот это, когда увеличилось вот эти все дорожки, можем уже сами придумывать, сами создавать и сводить звуки, как мы хотим, тысячами способами всякими, да? Варьируя, сочетая звуки, добиваясь каких-то ну, каких-то очень уникальных сочетаний, которые нет в природе и которые ну, создают эффект в кино, такой звуковой эффект. Вот. А вот о работе «Надо мной солнце не садится». Там большинство съемок были на море, то есть на Ледовитом океане.
я понимаю. Вот, как там записывали, я вот представляю это так, что человек вот С ну, бумом. Ага, да, бум-оператор да, называется. Мгм. как еще раз? Бум-оператор. Да, вот он с таким вот с мохнатым микрофоном бегает, Мгм. и это все записывается, а потом как бы чистится, да, от шумов, там, от всего. Или же вы Не, ну, добавляете звук моря уже там скачанный где-то там, ну, или как? поэтапно можно просто, да, сказать. Ну, существует черновая или чистовая запись звука. Черновая это когда один бум-оператор записывает просто, ну, чтобы, главное, чтобы было слышно, о чем говорят актеры, чтобы они смогли себя же переозвучить. Это понятно, я Да. имею в виду звук именно моря, вот такие вот природные именно звуки, как... Вот на съемках меня не было. Если я был бы на съемках, я бы записал, например, море там отдельно. А меня там не было, поэтому мне приходилось искать из фонотеки звуки моря, как-то их комбинировать, тоже сочетать несколько дорожек. Я сам тогда, То есть, когда я делал, получается, я на море не был, я не знал, как вообще, ну, то есть, я звучит только, оно на да, самом деле. да, какова там атмосфера, поэтому мне приходилось вот этот фантазировать. И, ну, фильм уже смотришь, как и вот так вот его и воспроизводить. То есть в этом фильме, получается, море звучит не Не то, то, не то, что на картинке. Да. Очень интересно. А, Фильмы, кино вообще очень тесно связаны с музыкой. Потому что музыка... Есть несколько по пальцам пересчитать фильмов, которые без музыки. Да? Это, допустим, работа братьев Коунов, да? Старикам тут не место. Фильм вообще без какого-либо музыкального сопровождения. Ну там в конце. Вот. В титрах. Да, только в конце. Но в большинстве своем это, конечно, это тесная работа с композиторами. Расскажите о своей работе с нашими композиторами и Ну, у меня богатый опыт с работы с Моисеем Кобяковым. Кобяком, как правильно? Кобяковым. Кобяковым. Он Скорее меня всего. постоянно, он будет жаловаться. Неправильно. С Николаем Михеевым у меня был опыт работы. Ну, с нашими именно. Был опыт работы молодой. Ой, я забыл. Его зовут. Ладно, пусть не обижается. Ну, вот у меня больше с Моисеем, да, мы то есть, понимаем сейчас друг друга. И он очень развился в плане музыки, в кино, как это должно работать. Это совсем не та музыка, которую мы слушаем по радио, то есть отношение совсем другое. Да, это отдельный целый жанр Да, направления в искусстве. и Моисей очень хорошо в этом уже набрался опыта, он уже понимает. По моим подсчетам, он уже написал где-то около 40 якутским фильмам Да, музыку, а именно с вами примерно сколько фильмов вы вместе делали? ладно, я не знаю, посчитать, да. Ну, больше 10. Больше 10 явно. Так, ну, это мы сейчас о прошлом. Сейчас поговорим о настоящем, да? Я наслышан вот о проекте «Вертолет». Расскажите, пожалуйста, вкратце о нем. Вы ездили там на... Нет, на съемках Нет. меня не было тоже. Мы тогда позвали звукооператора из Питера. Я там познакомился, ну, благодаря этому проекту познакомился с Сергеем Ивановым, студия Тонваген, питерский. И он приехал, он записал чистовой звук для вертолета. Ну, фильм очень долго, он долго делался, он очень долго лежал на полке. И в итоге он ко мне пришел, я, по-моему, где-то за год сделали звук с чистовым звуком. Композитором проработал мой одногруппник, который московский. С ним я начал работать, ставил колбу. Вот, и получилось очень интересное такое кино именно с аудиовизуальной стороны. Не знаю, почему так получилось, но когда ты делаешь кино, ты не то есть ты делаешь, как ты чувствуешь. Ну, я так делаю. Да. Я вижу историю, я вижу, как она протекает, я вижу форму, содержание. И когда я начинаю добавлять звуки, оно мне как музыкант начинает это вот рисовать, как художник начинает импровизировать, можно сказать. И так получилось, что у нас звуковой ряд фильма, он получился очень таким плотным, сильным и мощным, и каким-то мистическим, можно сказать. И в этом плане, мне кажется, фильм обогатился. Вот важно в понимании вообще, что такое звук, да? Мы же как ребенок, вообще человек, когда
появляется на свет, он же появляется в утробе. И первый орган чувств, который начинает работать, это слух. У него еще зрение еще, то есть что там, да, нюх еще не выработался. А звук, он уже там слышит, он таким меркам уже порядка 100 децибелов, там, да, 75, он в сердце матери уже слышит. Всю работу кишечника, ну и внешний мир. И он начинает уже, восприятие начинается со звука. Со звука. Да. И потом только, когда он рождается, звук уходит в тень. То есть он начинает видеть картинки. И вот это сочетание, да, когда мы в кино, это же очень важно, что мы не должны петь то, что на экране. То есть не быть просто, тупо просто воспроизводить то, что воспроизводится, да, там, на экране, а делать именно художественное наполнение звуковым рядом, образное, чтобы в итоге зритель, когда выходит из кинотеатра, у него было ощущение, то есть вот эти звуки у него оставались, знаешь, на репите. Да, он не понимает, почему у него вот этот звук остался в памяти, он не может это как бы словами объяснить, но в итоге он переводит это на визуальный язык. То есть он начинает уже говорить о картинке. А на самом деле это звук, он больше всего отвечает за эмоцию, это звук. Ну, это что 100%. Ну да, посмотри фильм без звука, и ты ничего не то, что не поймешь, просто вообще никакого удовольствия. Не прочувствуешь фильм. Не прочувствуешь, никакого удовольствия вообще не будет. И звук дает тебе такую возможность, и мне кажется, это очень круто вообще. А вот, извините, а вот фильм «Вертолет», он вообще выходит, да, в большой прокат, и вот он тоже выйдет. еще. Ну, он, не знаю, в следующем году выйдет, наверное. А «Холодное золото»? А он вот сейчас должен выйти, 11 ноября. Ну, если там сейчас с ковидом ничего не будет, то он должен выйти. Мы его заканчиваем, да, уже. Почти. А в общем и в целом, если о музыке, я как музыкант спрошу, какая музыка вам больше нравится? Ну, я могу разную музыку слушать. Я заставляю себя разную музыку слушать. У меня были периоды, когда я слушал определенную, да, рок слушал больше. Бывало, когда я заставлял себя слушать джаз. Ну, это надо мне. Я для себя открыл очень такое тогда, когда учился, направление эмбиента. В кино это очень такой наш инструмент, большой эмбиент. Ну, а если не для работы, а просто для души? Я могу просто поп послушать. Бывает, в машине основном, да. То есть, в принципе, всеядные? Всеядные, да. Какие у вас планы? Что вы планируете год, 5 лет, 20 вперед, если смотреть? Ну, воспитание детей сейчас мне. Ну, в плане профессии. В плане работы. В плане работы дальше, конечно, мы очень хотим, чтобы у нас материальная база она развилась, чтобы у нас была студия хорошая, по стандарту построенная. По международному стандарту. И потому что мы с каждым фильмом постоянно сталкиваемся с тем, что не хватает. Оно очень много, конечно, затрат требует. А когда ты делаешь маленькую студию, у тебя в кинотеатре звучит по-другому. То есть это две разные, есть же понятие ближнее поле, среднее поле и дальнее поле. Ну, акустика, да. Акустика, да. И поэтому мы сейчас ездим в Москву сводиться. У кого есть, например, бюджет позволяет, мы ездим в Москву, а кого не позволяет. Там в аренду арендуете студию? Да, в Мосфильме арендуем, в Синелабе, там есть студии. А если бы было бы здесь у нас? Если было бы здесь, то вообще было бы замечательно. Но оно дорогое, конечно. Вот, и, конечно, в плане творчества развиваемся. Потому что звук это такое, знаешь, там нету предела. Надо постоянно звуки писать, записывать самому. То есть ходить, атмосферу писать, собирать свою фонотеку и уже быть вооруженным, так сказать, на будущее. Вот наше кино очень любят на Западе и в принципе и в Азии тоже. Ну, очень много где любят. У нас кино очень такое, одно из развитых таких видов искусств стало в последнее время, да, это очень радует. Но все-таки чего не хватает нашему кино
на ваш взгляд? Может быть, в музыкальном плане, может быть, в кадровом каком-то плане, или же там техническом. В техническом, понятно, уже студия, там, ну, многих вещей не хватает. Вот Ну, чего не хватает нашему кино? по всей категории, которые вы назвали, до сих пор кадров нету, не хватает, мало кадров. Техническая сторона, ну, самая больная, мне кажется, это техническая сторона и кадры. Вот то, что мне не хватает точно. Ну, а в плане режиссеров много становится. Сценарий хороший. Сцен- Сценарий, ну да. Ну, сценарий, мне кажется, нет, ну, любая история, которая делается, она, Можно хорошо подать. да. Актеры, допустим. И, ну, актерская база, да. Ну, это тоже можно назвать, потому что начинают снимать. Ну, актеры, которые профессиональные, они уже настолько уже все пересмотрели, что уже это, берут уже с улиц, уже, ну, так интереснее, более естественно, то есть более натуральные лица, ну, правдивые. Ну, как вот реальные. «Дедушка надо мной солнце не садится», это его дебют же был тоже, да? Да, Тойомкл, это был его дебют, его тоже, он сельский человек, но он выступал в Народном театре. Ну, то есть у нас население-то Само по творческое, себе, да, само по талантливое. себе очень талантливое и творческое. Ну, вот основные проблемы, мне кажется, это техническая и кадры. Ну, можно еще придраться к зрелости вообще. Ну, то есть мы кино молодое, но может у нас не хватает зрелости в кино. Ну, это отдельная тема для Но разговора. я думаю, со временем это все придет, если Мгм. терпение и труд, все придет. Ну, мы же все растем, мы растем вместе, мы набираемся опыта. Все это. Когда я приходил вообще, да, сюда, в кино, ничего же не было, то есть мало было. Ну, то есть мы еще создали какие-то условия сейчас. То есть что какая-то база есть. Те, которые сейчас придут в кино, они уже у них какая-то база будет. А когда мы приходили, у нас база очень слабая была еще. Ну и по традиции у нас блиц-опрос, нужно отвечать, постараться отвечать коротко, ну, можно и не коротко. Готовы? Поехали. Назовите свою любимую национальную кухню. Национальная кухня. Сейчас. У меня суп якутский. Якутская национальная кухня, получается. Назовите свой любимый фильм. Один. Бумажные глаза Пришвина. Назовите свой любимый сериал. Нет такого. Назовите 3 любимые книги, которые вы бы посоветовали нашим читателям. Ну, познакомиться со звуком Уолтера Мёрча «Искусство монтажа». Раз. Владимир Короленко «Слепой музыкант». Это художественная литература, но она очень красочно описывается звуки, которые там слышит слепой музыкант, что это. Ну, это учебник для звукорежиссера. 2. Третье, да? Третье, ну, почитайте Чехова. Всего Чехова. Всего Чехова. 3 плюс 100-500. Так, назовите 3 главных качества настоящего киношника. Фанатизм. 3 качества. Да. Фанатизм. Терпение, выдержка, это в одном, да? Энтузиазм. На ваш взгляд, самый великий звукорежиссер человечества? Это мой учитель, Олег Пергасанзаде. А композитор? Самый великий. Ну, конечно, это голливудский. Как он? Ханс Зиммер? Ханс Зиммер. Не Моцарт. Не Ты сказал в Бетховен. кино. Нет, А, я не в общем, сказал, кто вообще самый великий Бах. композитор человечества. Для меня это Бах. Почему? Ну, мне очень нравится его эти глубина музыки нравится. Где был самый красивый рассвет, который вы видели? У меня на родине, в Амге. В чем сила? В знании. Сегодня с нами был Иннокентий Сивцев. Приходите в нашу библиотеку, смотрите кино, слушайте правильную музыку. Всем удачи, всем пока.